На заседании рабочей группы по подготовке к Кавказским играм собрались представители всех задействованных ведомств. В самом начале встречи глава республики поприветствовал гостей и выразил уверенность, что предстоящий фестиваль спортивных игр пройдет на высшем уровне. Хочу сообщить, что планируем до 30 августа завершить подготовку к фестивалю. Уверен, что это большое спортивное событие пройдет на самом высоком уровне и будет способствовать укреплению дружбы между всеми народами Северного Кавказа. Уважаемый Лев Владимирович, я вас еще раз хочу поздравить с назначением на эту должность министра. Это не просто должность, это ответственность большая, потому что вот до сих пор, как бы нам не хотелось, имидж Северо-Кавказского федерального округа, в частности Чеченской республики, не такая, как уж нам хотелось бы. Но я уверен, что мы совместно с министерством и лично с вами сделаем так, чтобы наконец-то состоялись мы экономическом и политическом в плане. А так мы будем всегда поддерживать и выполнять все поставленные цели руководством государства. Очень надеемся, что у нас будет тесное сотрудничество, взаимодействие с вами и будем совместно решать все самые сложные вопросы, необходимые для жизни населения. Спасибо еще раз вам. В свою очередь, Лев Кузнецов подчеркнул, что внимание этому событию уделяется огромное, у него нет сомнений в том, что регион основательно к нему подготовился. Вы знаете, что 13 числа Сергей Алимович Меликов провел совещание, где были обсуждены основные вопросы, связанные с организационными, спортивными, культурными вопросами проведения игр, отдельно уделяясь теме вопросы безопасности. И нашей части сегодня уже поручено на месте более детально посмотреть готовность республики, хотя у нас нет сомнения, что республика готова и сделает все на самом высоком уровне. После этого начались выступления докладчиков. Первым был министр спорта. Право проведения фестиваля «Кавказские игры» имеет важное общественно-политическое значение для Чеченской республики. В настоящее время на стадии завершения работа по подготовке спортивных площадок для состязаний национальных команд по 12 видам спорта. При этом команда сейчас находится на учебно-тренировочных сборах. Спортивная делегация от каждого субъекта СКФО составляет 45 человек. Культурная делегация составляет 55 человек. Общее количество участников составляет 700 человек. Хизриев рассказал, что для размещения участников определены 9 гостиниц, в которых смогут разместиться около 800 человек, а также место для стоянки автотранспорта. Кузнецов подчеркнул, что нужно детально продумать все вопросы, связанные с фестивалем. Это не просто спортивные состязания, заявил министр по делам Северного Кавказа. Очень важно это вопрос именно культурных связей межличностных, формирования вот тех вот объединяющих скрепок, которых, к сожалению, в нашем округе пока ограниченное количество. И для нас это очень важно сегодня через спорт, через культуру, через образование. Почему вот сейчас я выступил инициатором, чтобы вот Северо-Кавказский федеральный университет, попечительский совет состоял именно с глав, чтобы мы стали вот эти вещи более, скажем так, назойливо, настойчиво продвигать. Хожбау Дедаев рассказал о том, что подготовка к Кавказским играм ведется при тесном взаимодействии с представителями Министерства культуры страны. Мы, соответственно, определили площадку, где будет у нас церемония открытия мероприятия и, конечно же, заключительный концерт в рамках гала-концерта и награждения победителей. В центре Грозного у нас есть уникальная площадка, большая площадка, где мы все масштабные республиканские мероприятия проводим. Там мы планируем размещение, развертывание национальных подворий. Для укрепления дружеских отношений между представителями молодежи округа будут проведены круглые столы, подчеркнул министр Мурат Тагиев. О мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности, рассказал временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Апти Алаудинов. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе уже есть опыт проведения масштабных мероприятий, поэтому нет сомнений в том, что и на этот раз силовики успешно справятся с поставленной задачей. Мы проводили культурные, спортивные, духовные мероприятия в республике, которые собирали сотни тысяч людей даже. И поэтому обеспечение безопасности в таких мероприятий у нас и ФСБ, МВД, все структурные подразделения, которые компетентны, там знают свое дело. Когда мы проносили там олимпийский огонь, у нас везде стояли люди, но ни один человек там не видел, где стоит человек, который охраняет безопасность. Поэтому это от аэропорта до стадиона, это очень, там задействовано очень много людей. Я уверен, что наши обеспечат безопасность, и это будет не видно, очень красиво. Для этого они профессионалы, потому что практика есть, теория есть, все есть.
Освещать предстоящее событие будут сотни представителей печатных и электронных средств массовой информации. Министр отметил, что нужно привлечь журналистов из федеральных СМИ. В свою очередь, глава Чеченской Республики подчеркнул, что теперь, благодаря взаимодействию с министерством, удастся решить еще одну задачу – повысить имидж Северного Кавказа в глазах общественности. Мы проведем Кавказские игры на высшем уровне, и те люди, которые участвовали в других регионах, будут приятно удивлены организационными мероприятиями, культурными играми. У нас каждый человек знает свое дело и предназначение, он знает, что он несет персональную ответственность, поэтому спасибо вам, что вы провели сегодняшний оргкомитет, еще раз дали знать, что это все находится под контролем федерального органа исполнительной власти. Наши журналисты, корреспонденты показывают все самое плохое, связанное с Кавказом. Когда мы собираемся все вместе, проводим такие значимые мероприятия, акцент бывает абсолютно никакой. Поэтому если будет такая возможность, чтобы они освещали это все, показали, что на Кавказе нет таких террористических организаций, нет коррупционеров, есть люди, которые сюда жили. Если там общий взгляд все регионы России, у нас не такие показатели плохие. И каждый хочет упрекнуть Кавказ во всех отношениях. Там террористы, экстремисты, коррупционеры, бандиты, преступники, черные, белые, красные. На самом деле мы очень красивый народ и очень гостеприимный народ. И нам надоело все это военное действие, и не по нашей вине это все было. Нам навязали эту войну. Мы говорим, что мы граждане России, мы хотим жить, мы хотим защищать нашу родину, мы хотим строить наше государство, нашу великую родину России. И все равно нам говорят, конечно, надо вас отделить неправильное отношение к нам. И если министерство будет в этом помогать, содействовать, это будет первый плюс для развития нашего региона и Северо-Кавказского федерального округа. Элементарно, не приехавший в республику, думают, что это которые заплатят деньги и говорят, что там где-то что-то делается. Это совсем не так. Там коррупция, там разрушение, там еще ничего не восстановили. Это картинки, которые они сделали на компьютере, показывают. Пусть там не рассказывают сказки, а реально смотрят на нас, как на настоящих патриотов Российской Федерации. И мы не раз показываем, и на сегодняшний день доказываем, что мы готовы жизнь отдать за нашу родину. И погибали, и будем, если надо, необходимо за это. Мы все должны вместе работать, срабатываться вовремя и дать ответ тем врагам, которые хотят нас разделить. Уже 30 августа Грозный будет полностью готов принять Кавказские игры. Тем более, что время проведения состязаний совпадает с еще одним праздником – Днем Республики, что только усилит праздничную атмосферу в чеченской столице. Аза Исаева, Ильяс Якубов, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.